Здравствуйте, вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. В Уфе «Газель» устроила ДТП с двумя автобусами. В Башкортостане два водителя погибли в двух аналогичных авариях. На Уфимском автодроме прошло соревнование между водителями школьных автобусов. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В Башкортостане в минувшую субботу произошло смертельное ДТП. По информации Республиканской госавтоинспекции, авария произошла утром в Чешминском районе на 8-м километре автодороги Кара-Якупова-Петряева. По предварительным данным, 36-летний местный житель за рулем Volkswagen Jetta совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате водитель скончался на месте аварии. Его 59-летний пассажир, отец водителя, с травмами госпитализирован. За день до этого в Бурзянском районе произошла аналогичная авария. На 56-м километре автодороги Старосубхангулово-Мраково 61-летний житель Зилаирского района за рулем «Лады Нива» совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель с серьезными травмами был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. В Уфе столкнулись с «Газели» два пассажирских автобуса. Авария произошла около 8 часов утра на проспекте Октября на остановке общественного транспорта «Театр кукол». В результате ДТП пострадали 8 человек и образовалась многокилометровая пробка. По данным ведомства, 28-летний водитель грузовика «Газель» совершил столкновение с попутным пассажирским автобусом «Форд Транзит», который двигался по 233-му маршруту и остановился для высадки пассажиров. От удара «Форд» отбросил на Нефа, следовавший 51-м маршрутом. В результате аварии травмы получили водитель «Газели» и 7 пассажиров «Форд». Известно, что в салоне «Форд» находилось 17 пассажиров, у второй маршрутки 30. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как из «Форд» выходят пассажиры, тут же пытаются перейти дорогу в неположенном месте. По мнению пользователей, именно это могло стать причиной аварии. В Уфе на проспекте Салавата-Юлаева сначала загорелся, а потом и вовсе взорвался грузовик. Это произошло 13 мая в районе 5 часов вечера. Предположительно, воспламенилась проводка, что и стало причиной пожара. Нагрев проводки мог произойти из-за аномально жаркой погоды. Водитель фуры остался жив, он вовремя успел выбежать из машины. Пожар быстро потушили, однако он напугал уфимцев громким звуком в момент взрыва. Как уточнили в пресс-службе столичного пожарно-спасательного гарнизона, фура была нагружена строительными плитами. В инциденте никто не пострадал. Спасателям предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего. В Уфе во время проведения весеннего бала выпускников перекроют движение транспорта. В центре столицы в этот день будет царить особое настроение. Танцевальные коллективы и студии продемонстрируют свои таланты, научат гостей праздника танцевать в разных стилях и направлениях. Будет организована аллея выпускников, на ней разместятся фотографии 11-классников с их именами и профессиями, которые они хотят выбрать в будущем. В Уфе праздник проводится уже в 8-й раз. Впервые в 2012 году он объединил более 1500 школьников. В 2018 году на Советскую площадь в ритме полонеза торжественно вышли уже 4500 выпускников. Впервые к ребятам присоединились их учителя и родители. За годы существования весеннего бала более 66 тысяч 11-классников Республики Башкортостан и Оренбуржья стали частью большой танцевальной традиции. В этом году праздник пройдет в 22 городах. Время проведения весеннего бала 25 мая в 12 часов дня. Место проведения – улица Пушкина и Ленина и Советская площадь. В целях обеспечения безопасности участников и гостей общегородского праздника «Весенний бал» на время его подготовки и проведения с 22 часов 24 мая и до 21 часа 25 мая будет произведено временное закрытие движения транспорта на ряде участков улиц в исторической части города. Так, движение перекроют по улице Октябрьской революции на участке от улицы Ленина до Цюрюпа, по улице Ленина от Коммунистической до Пушкина, по улице Театральной от Закива-Лиди до Пушкина и по Пушкина на участке от улицы Цюрюпа до улицы Карла Маркса. Также на улице Советской на всем ее протяжении. Будут изменены схемы движения общественного транспорта. Уже на следующий день, 26 мая, в Уфе пройдет традиционный городской фестиваль «День тысячи велосипедистов». Участники парада проедут с площади имени Ленина по проспекту Октября и центральным улицам города до парка Ватан. Регистрация начнется в 9 часов утра в день мероприятия рядом со стартовой площадкой. Старт пробега в 10:30. Как сообщили в администрации города, с 22 часов 25 мая и до 16 часов 26 будет временно перекрыта парковка на площади имени Салавата Юлаева. 26 мая ограничений движения
движение будет введено по проспекту Октября от Северного до Южного проезда с 9 до 11 часов. Также в этот день перекрытие дорожного движения запланировано по маршруту. Проспект Октября от Кольской до 50-летия Октября, 50 лет Октября от проспекта до Цурюпа, Цурюпа от пересечения с 50 лет Октября до пересечения с Пушкина, а также Пушкина с Цурюпа до Мажита-Гафури. Также будет перекрыта улица Мажита-Гафури от пересечения с улицы Пушкина до площади Салавата-Юлаева. Администрация Уфы обратилась к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения и приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения. В Уфе в минувшую субботу прошли соревнования по водительскому мастерству. На поле боя Уфимского автодрома сошлись водители школьных автобусов. Как это было, смотрите далее. Первый этап теоретический. Помимо очевидных правил дорожного движения, здесь проверяется знание материальной части, а именно устройство самого автобуса. За каждый неправильный ответ начисляются штрафные баллы. То есть, естественно, чем больше количество штрафных баллов, тем результат ниже. Следующий этап – это практика. И здесь самую высокую планку задали не водители автобусов, а дети. Особым украшением сегодняшнего мероприятия у нас стало, участие также детской команды, которая занимает по России призовые места. Эти дети не только виртуозно управляются с автомобилем, но и отлично знают правила дорожного движения. Несмотря на юный возраст, они уже занимают призовые места на общероссийских соревнованиях по автомногоборью. Многие из них готовятся связать свою жизнь с автомобильной отраслью. Пока мне не исполнится 18 лет, я могу заниматься детским автомногоборьем, а после этого, возможно, могу пойти поступить в школу МВД или в автотранспортный колледж. То есть, возможно, в дальнейшем я как-то смогу связать свое будущее с автомобилями. Дети сейчас взрослеют намного раньше, а с дорогами сталкиваются один на один едва ли не в детском саду. Именно поэтому многие общественные организации поддерживают эту инициативу. Остается надеяться, что ребят поддержат не только на словах. С детьми занимаются со школьной скамьи, что они непосредственно уже контактируют с автомобилем, изучают техническую часть, правила дорожного движения, и уже они при получении водительского удостоверения будут осознанно садиться за руль и будет с полной ответственностью относиться ко всем участникам дорожного движения, ну и к своему вождению лично. Я думаю, что у этого движения есть будущее, и мы будем всячески способствовать развитию этого движения, потому что, еще раз повторюсь, безопасность на дорогах – это наше общее дело. Ударить грязь лицом перед детьми, пусть даже и победителями общероссийских соревнований, не позволил ни один водитель. Хотя трасса изобиловала достаточно интересными и по-своему сложными элементами. Самым сложным оказался вот это бревно. Надо было попасть правым колесом, проехаться. И самое интересное вот это качели. Надо заехать очень осторожно и аккуратно выехать оттуда. Соревнования проходили на двух типах автобусов. И в каждой группе были свои победители. На «Газели Next» уверенную победу одержал и Юрий Чижик из Уфимского района. А на «Паде» первое место получил Анатолий Суриков из Иглинского. Поздравляем победителей и надеемся, что уровень остальных водителей не намного отстает от занявших пьедестал почета. В Уфе сотрудники столичной госавтоинспекции помогли появиться на свет малышу. Молодая мама в ответ пригласила своих спасителей в гости. Наша съемочная группа напросилась вместе с ними. В тот счастливый день в начале мая на дороге были пробки. Сотрудники, как обычно, несли свою службу вблизи Бельского моста в направлении города, когда к ним приблизилась иномарка. По признакам девушка была в положении, обратилась за помощью, и мы с напарником незамедлительно начали сопровождение данной девушки в роддом. Доложили об этом в дежурную часть полка и со всеми мерами безопасности выдвинулись. В результате девушка управляла сама транспортным средством, но после чего на мосту уже ей стало еще хуже. За ее транспортное средство пересел мой напарник. Несмотря на столь экстремальный способ доставки молодой мамы в перинатальный центр, малыш родился здоровым. Отблагодарить сотрудников ГИБДД она решила, пригласив их в гости. Однако в гости не ходят с пустыми руками. Не нарушили традиции полицейские. За чаем с принесенным тортом девушка поведала свою версию истории. Хотела поблагодарить сотрудников за их активное внимание, пожелать им, соответственно, здоровья, их и их семьям,
пусть у них будет всегда будут успешными они и мирного неба над головой. Если и вас, дороги, настигнет экстренная ситуация, не бойтесь просить помощи у сотрудников ГИБДД. Они обязательно помогут. Ежедневно на дорогах происходит множество заслуживающих внимания событий, внушительная часть которых попадает в объектив видеорегистраторов. В нашей рубрике «Одним кадром» мы собрали для вас самые любопытные случаи. Как говорится, лучше один раз увидеть. В Башкортостане сотрудники ДПС остановили необычную компанию. В салоне внедорожника, помимо водителя и его друга, находились еще 7 козлят. Все поместились в задней части иномарки. Инспектор ДПС сделал замечание водителю дорогого автомобиля. Ни один мохнатый пассажир не был пристегнут. И такое бывает, прокомментировали видео пользователи сети. Все как во вредных советах детского писателя Григория Остера. Если намерен попасть под машину, то лучше под машину скорой помощи. Сами и вылечат потом. В защиту водителя спецмашины хочется сказать, велосипедист, переходя дорогу, должен спешиться, иначе это нарушение правил дорожного движения. Какой русский не любит быстрой езды, но эта самая быстрая езда может привести к плачевным последствиям. Например, разорванной пополам «Газели». Страшно даже подумать, что случилось с водителями обеих машин. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 4606. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ее можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. У вас проблема, у нас решение. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. ОСАГО-24. Полис со скидкой до 50%. Бесплатная доставка. Ищите нас в Дубльгиз и по телефону в Уфе 266 46 24. Наружка и коврики всего 200 рублей. Питстоп Уфа. Кирова 128/1. Присылайте свое видео в нашу группу ВКонтакте и на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Удачи на дорогах!